Северная Осетия – это завораживающие горы и устремленные к небу фамильные башни. Это старинные обычаи и знаменитое гостеприимство. Сердце Северного Кавказа – край, который хочется исследовать, слушать, пробовать на вкус. И все равно будет мало. Куда бы вы ни отправились, в горные села или современный Владикавказ, пышущие жаром пироги уже ждут вас. Именно поэтому наш телеканал запускает уникальный проект, который дает возможность попробовать Осетию на вкус. 8 районов, 8 уникальных рецептов, 8 секретов, которые мы надежно спрячем в нашей шкатулке. Оставайтесь с нами, вместе мы соберем идеальный пирог. Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по Северной Осетии в поисках уникального рецепта идеальных осетинских пирогов. И сегодня мы приехали в Иравский район. Это экологически благоприятный и чистый уголок нашей республики, где большую часть района занимают горы. Ну что, мне кажется, пришло время узнать, какой секрет хранят эти места. Но прежде я предлагаю прочувствовать этот район всей душой и, конечно же, полюбоваться красотами. Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, напоминающие крепости, глубокие ущелья и вечные ледники, которые питают сотни жемчужных водопадов. Все это Дегория. Рай для альпинистов. Так называют горную Дегорию. Это, кстати, наиболее популярное направление Иравского района, край высочайших пиков и горных препятствий. Но ощутить величие дикой природы можно не только карабкаясь по отвесным скалам. Проезжая селение Ахсарисар, мы увидели захватывающее дух зрелище. Десятки прекрасных скакунов резвились на зеленеющих лугах. Конечно же, мы не смогли не остановиться для того, чтобы насладиться этой невероятной красотой. И вот удача! Мы встретили хозяина этих лошадок, который любезно согласился дать нам интервью. Арсен, расскажите, сколько сейчас лошадей у вас? Лошадей у нас около 30 сейчас. Скоро ожидается пополнение. Я в Табуне уже видела маленьких лошадок. Да, 6 малюток сейчас у нас. Им по 2 недели, кому по 3 недели. Уже резвятся, играются. Сложно ухаживать за лошадями? Но если ты любишь свое дело, я считаю, то никаких сложностей. Вам это нравится занятие, и вы их после продаете, либо у вас какие-то другие цели? Вы знаете, я совмещаю все в одном. У меня, во-первых, любовь к этим животным. Это прекраснейшие создания на земле. Также занимаемся конными прогулками в этой прекрасной местности Ахсарисар. Местность живописная, и кони прекрасны. Да. И еще когда есть возможность покататься, почувствовать вот этот дух Осетии. Приезжают откуда-то с нашего региона. Вы знаете, приезжают как из города, с Москвы приезжают, с Ростова вот недавно приезжали. В этом году предстоит огромная работа у нас, чтобы создать условия достойные. Человек приехал, остался здесь с ночевкой, вот, покатался на лошадках, полюбовался природой. И вот все это вместе организовать и сделать хорошее дело. У нас есть страничка в Инстаграме Арт Байрак. Можно написать в директ и записаться, и, следовательно, уже приехать. За вашей спиной это что за красавец? А этот черный. Это ваш личный конь? Да, это мой личный конь. Мы вместе с ним встречаем и рассвет, и закат. То есть такое единение с природой? Да. На все 100%? Именно. Никакой суеты, вокруг тишина, горы, природа. Все замечательно. Спасибо вам за ваше дело, и я уверена, что многие сейчас, кто посмотрит нашу передачу, захотят прокатиться на лошади, почувствовать воздух Ахсарисара и насладиться красотами. Какое бы плохое настроение у тебя не было, ты приходишь к ним и просто забываешь обо всем на свете, обо всех своих заботах. Ты отрываешься от всего мира. То есть, если хотите отдохнуть от цивилизации, приезжайте сюда, правильно? Да, именно. И насладитесь единением с природой. Вдохновленные такой приятной встречей, мы отправились дальше.
Удивительно, но нет скал и горных вершин, похожих друг на друга. Буквально на каждом повороте хочется делать остановку, ведь везде открывается необыкновенный вид. Проехав чертов мост, повернули на Доне Фарс. На склоне ущелья, разделяющего Лесгор и Дони Фарс, более 30 лет ведутся раскопки поселения Сауар. И совсем недавно археологи обнаружили здесь целое поселение ремесленников общей площадью более 1,5 гектаров. В одном месте литейные, кузнечные, гончарные и косторезные мастерские. Это городище по-настоящему историческая находка. И, конечно же, наше любопытство не разрешило нам проехать мимо этого места. Ну что, мы находимся на месте раскопок. Неудивительно, если в скором времени мы услышим про какое-то грандиозное открытие, либо узнаем тайну истории. Но сейчас я предлагаю отправиться и узнать не менее интересный секрет, раскрыть его. Это секрет приготовления осетинских пирогов в Иравском районе. Ну что, поехали! В Дегории туристу встретится россыпь небольших поселений. Интересно каждое, но Задолеск стоит посетить обязательно. В маленьком селе сейчас всего 12 дворов. В школу, построенную в 90-х годах, уже несколько лет никто не ходит. Однако каждый из оставшихся жителей с радушием позовет в гости, покажет село и расскажет его удивительную историю. На берегу реки Урух расположилось селение Задолеск. Именно здесь в конце XIV века начался отсчет новой аланской истории. По преданию, после опустошительного похода Тимура в конце XIV века некогда могущественное аланское государство пало. Захватчики без разбору истребляли его жителей, не щадя никого. Пытаясь спасти детей от гибели, родители прятали их в небольших укрытиях, недоступных взрослым людям. После ухода врага чудом выжившая женщина стала ходить по разоренным селениям. Она искала осиротевших детей и тайными тропами уводила их в труднодоступные горные убежища. Однажды она добралась до селения Задолеск. Местные жители, восхищенные мужеством женщины, выстроили для нее отдельный дом и помогли с обустройством. А спасительницу стали называть Задолеская Нана, то есть мать. В память о ней в селе построен музей, который люди считают святилищем. Так, возвращаемся из прошлого в настоящее и вспоминаем, зачем мы здесь. Время готовить пироги. Я подошла к дому Цакоевых, меня уже здесь ждут, все готово для начала приготовления пирога. Сегодня Нонна Цакоева решила поделиться с нами рецептом осетинского пирога с мясом. Фытчан, правильно? Да. Ну что, Нонна, с чего начнем? Сперва сделаем тесто. Так, тесто традиционное, да? Тогда мы берем Миску, воду, муку, соль, дрожжи. Добавляем соль. побольше. Побольше. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть добавьте. Так, добавляем дрожжи. Да. Чайную ложечку. Чуть больше еще добавь. Все. И заливаем Да. водичкой. Нонна, расскажите про особенность. Какие пироги чаще всего делают? Когда 3 пирога у нас делают с сыром. Почему мы решили сегодня делать фытчан? Но у нас главное 3 пирога это делают с сыром, потом уже на стол уже ставите с мясом. Угу. Так, посмотрите на мое тесто. Еще Еще добавляем нет. воды. У нас и занимаются животноводством. У нас все в горах свое. Угу. Экологически Экологически чистое. чистый, да. Ну что, пока тесто у меня липнет к рукам, но оно должно дойти до состояния, когда оно перестанет липнуть, да? Нет, Не должно? масла, да, нет. Ага.
Чуть-чуть добавляем масла, чтобы не прилипало, да? Замешивать. Да, замешивайте. Я знаю, что Задолеск очень дружелюбный, и вообще все очень, очень общаются село, тесно. И общаются. Святилищ очень много здесь. А как вы отмечаете праздники? Обычно все вместе пекут пироги или каждый в своем доме? Каждый в своем доме собирает. У нас бывает, вот в январе месяце бывает Дигоризат. В каждом доме делают этот праздник. А вот я знаю, что когда бывает праздник Задолески Нана, то все вместе собираются. Всем У вас селом даже есть собирают место друг друга. определенное, да, где Да. вы собираетесь? Когда Задолески Нана, мы делаем пироги там. А много домов в Задолеске? 12. Те, кто постоянно живет? Да. Здесь живут очень дружно. Вечером собираемся в одно место и ужин делаем вместе. Здорово. Вот сейчас у меня тесто как будто уже более или менее готово. Да, Уже готово. похоже на Да. тесто, скажем так. Вот такой консистенции. Пусть Мы его постоит, должны да. накрыть. Да, И накрыть. в теплое место. Да. Так, хорошо. Его убираем. Ну что, на самом деле температура в комнате очень высокая, но не от того, что за окном солнце и не от того, что на улице жарко, а от того, что за нашей спиной огромная печь. Расскажите, что это за печь? Это национальная у нас печка. Топится дровами. В каждом доме есть такая В печь? каждом доме есть такая печка, да. У нас отопления нету, мы пользуемся такими То есть печами. она не только для приготовления пирогов, она также служит и обогревом комнаты, да? Что дает вот эта печь? То, что на дровах эта печь, придает какой-то особый вкус пирогам? Конечно, придает. Пироги, приготовленные в этой печи, у них совсем другой вкус, чем в других печках, например, в газовой или в электрике. Ага, то есть у них такой древесный аромат. Да. Кажется, я нашла особенность и секрет приготовления Иравского района остинских пирогов. Ну что, пока готовится наше тесто, пока оно поднимается, начнем. Мы начнем начинку. Так, Чистая говядина и лук. какие пропорции? 3 килограмма. 3 тут фарша, килограмма и лука где-то штук 5. 5 средних И луковиц. чуть-чуть чеснок. Стручковый перец добавили. Добавили черный перец, красный перец. Перемешали. Да. И соль. Я И знаю, соль. что еще не посолили. Да. Камила, мы откроем еще один секрет, чтобы Так. печень был сочным, мы добавляем еще воду. Чуть-чуть добавьте и перемешаем Вы мешаете обычно руками? руками. Ну и я тогда буду мешать руками. Но мы должны понимать, чтобы фарш не был слишком Жидким, да. Теперь не терпится уже А приготовить сейчас мы пирог. сделаем круги. Не жалеем, да, мясо не и жалеем. делаем побольше круги. Ну что, у меня получился большой такой шар. Этого достаточно для пирога? Достаточно. Так, я его откладываю, правильно? Угу. Я уверена, что пироги получатся очень мягкими, сочными, вкусными. Уже не терпится попробовать. Когда кто-то готовит, вас это не смущает? Вам не хочется отобрать и сказать: давай я приготовлю? Не, я люблю, чтобы кто-то готовит. Ну что, прошло около 30 минут. Наше тесто уже готово, я могу Да. открывать. Да, можете открывать. Вау! Тесто получилось воздушным, мягким, оно поднялось почти до самой крышки. Я уверена, что получится очень вкусный пирог. Тесто прям как облако, какое оно мягкое. Мы немножечко сажаем его, да? Так, чтобы воздух весь вышел из него, легкость ушла, и мы могли из него готовить пирог. Вот мы смотрим ветчины, наши круги, и поэтому мы их разделяем. Так, примерно такого же размера Чуть должно быть? побольше. Для Чуть ветчины больше. надо чуть побольше. Так, задача не из легких. Примерно вот столько. Обвалять его, да? Да, обвалять в муке. Летом здесь бывает, наверное, великолепно. Приезжают ли сюда туристы? Очень много туристов, не только летом, но и зимой у нас много
туристов очень. Правда? Здесь очень красиво, им очень здесь нравится. Что чаще всего посещают музей Заделескинана? Они посещают музей Заделескинана, посещают Дигоризот, посещают в Ханазе, это святое место в Ацила, туда тоже приходят. А в дом вы приглашаете их? Да, приглашаем. Я уверена, что за 5 минут бывают готовые пироги для Бывает. гостей. Бывает. Из нашего теста получается 6 пирогов, может даже больше, Да. А оставшееся тесто вы куда потом деваете, если начинки для него уже нет? Делаем или хлеб, или лаваш. И сейчас мы и лаваш приготовим. Ой, ура! Я обожаю лаваш. Как долго пирог выпекается в печи? Потому что, в обычной печке как бы более или менее понятно, но вот в такой дровяной. Быстро, очень быстро. За какое время примерно? Где-то 3-4 минуты. За 3-4 минуты бывает готов фетчен? Фетчин чуть дольше. Да, чуть А дольше. простой картофчин или валибах? За 3-4 минуты. Вау. Но на 2 главных составляющих у нас уже готовы. Тесто готово, фарш готов. Первый пирог сделаете вы, я посмотрю и потом постараюсь повторить. Не обещаю, что я так же мастерски и так же быстро соберу, но я буду стараться. Вот у вас получаются осетинские пироги, вы уже эксперт по пирогам. Правда? Да. Спасибо, какая молодец. Вот такие пироги. Температура в этой печи более 1000 градусов. Такую температуру выдерживает только вулкан и осетинские пироги. Ну что, вот и готовы наши пироги. Мы успели сделать не один, а 6 пирогов. Даже умудрились испечь лаваш. На самом деле чувствуется особый аромат благодаря этой печи, древесный, особенный. И пироги получились очень румяными, сочными, красивыми. И я уверена, что очень вкусными. Уже не терпится их попробовать. Спасибо вам большое, Нонна, за то, что поделились своим рецептом, помогли мне приготовить фетчен, мой первый, кстати, фетчен в жизни. И сейчас я предлагаю отнести пироги и дать попробовать соседям. Да, спасибо вам тоже всем, что приехали к нам. Большое вам спасибо. Почаще приезжайте. Вот такие пироги у нас получились. На самом деле рецепт уникальный и способ приготовления уникальный. Но есть один фактор, который объединяет все пироги Осетии. Это то, что они сделаны с любовью. После таких путешествий понимаешь, сколько еще тайн и чудес хранят горы Кавказа. А ради этих невероятно вкусных пирогов сюда хочется вернуться и не раз. Ну что, еще один секрет надежно спрятан в мою шкатулку. Впереди еще ждет 6 районов и 6 уникальных рецептов. И я соберу все 8 кусочков идеального осетинского пирога.